Как он только дал мне свой номер телефона, я ему стала писать смс-ки, потому что созваниваться тогда было тоже очень дорого. Связь была очень дорогая. И я ему писала в день по 3-4 смс-ки на протяжении вот этих всех 25 лет. Тут вот номера, которые он мне писал. Как раз когда он привез Сашу мне показывать, я ему послала смс-ку: «Как дела, как вы доехали?» Он мне ответил: «Все хорошо, спасибо. Саша на работе сейчас. Берегите себя». Вот. В 17 году, 31 марта, они приехали с концертом в Казань. Когда выходил из гримерки, он мне в руку тихонько вложил вот этот камень. Они накануне в январе ездили в Доминикану с Сашей всего. Вот это последний его подарок. И он вот обнял меня и на плече вот так плачет. Я, говорит, очень скучаю. Я вот так даже не могу вспоминать. Тут я ему сказала, говорю, давай я тебя заберу сейчас с собой. Тебе ведь плохо там уже. Он говорит, нет, мне там хорошо, у меня есть все. Я очень сильно скучаю по дому. Вот. Он отвернулся, вы знаете, так, и у него полились опять слезы. Он говорит, поймите меня, простите меня. Я никому ничего сказать не могу, не рассказать не могу. Мне не поверит. Скажет, предатель бросил маму. Я говорю, почему ты так говоришь? Ты меня не бросал. Ты ушел за своей мечтой. Ты исполнил свою мечту. Я не имею права сейчас разрушать. И тут он добавил, вы знаете, сколько мне пришлось вложить, чтобы достичь вот этого положения. Чтобы добиться всего этого. Через что мне пришлось пройти. И опять отвернулся, потому что, видимо, ему это все было очень тяжело вспоминать.